В эфире «Итоги дня» расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. В Якутске открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Он позволит обеспечить системную поддержку авторов и творческих команд в сфере креативной экономики. Генеральный директор президентского фонда культурных посетил строящийся артистический центр ЭПС «Искусств» в Якутске. В ходе визита он познакомился с концепцией будущего комплекса. Продолжается ремонт дорожного полотна на улице Аюнского. Перед дорожниками стоит важная задача завершить все в срок. В Нерюнгри в летний период реализуется масштабный проект по обновлению коммунальной инфраструктуры. Общий объем работы охватывает порядка 1 километра сетей. В Якутске предоставляется бесплатное обучение вождению для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО. Узнаем, как пройти обучение. Глава Якутии Арсений Николаев провел заседание Координационного совета по обеспечению правопорядка. Ключевыми темами стали безопасность на предстоящих выборах в Госдуму, профилактика вовлечения молодежи в преступные схемы, включая незаконные финансовые операции. Для проведения голосования в республике подготовлено 784 постоянных и 16 временных избирательных участков. В части работы с несовершеннолетними Николаев поручил усилить профилактику во всех образовательных звеньях, от школ до вузов. Также в ходе заседания глава отметил возвращение к обязанностям начальника УФСИН Якутии Сергея Калиновского, который вернулся со службы в зоне СВО и представлен к государственной награде. В Якутске открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив. Новая площадка призвана обеспечить системную поддержку авторов и творческих команд, которые реализуют свои проекты в сфере креативной экономики. Проектный офис разместился на базе квартала труда. Сотрудники уже прошли обучение с дальнейшим повышением квалификации. То есть это такая точка для встреч команд между собой, потому что часто команды делают разные части одного проекта, а здесь в коллаборации вместе они могут выйти на новое качество проекта. И вот здесь вот пообщаться, поговорить, подумать, куда и как они могут податься для того, чтобы получить поддержку. Потому что сейчас и у президентского фонда культурных инициатив эта поддержка расширяется. Теперь мы поддерживаем и музыкальные проекты еще, и у нас коллеги есть, которые также поддерживают проекты, здесь тоже смогут подсказать, куда. Причем наш регион действительно может похвастаться результатами в конкурсах по ФКИ. За весь период сотрудничества от республики было подано более 200 заявок, 140 из которых получили солидную поддержку. А по итогам 2 конкурсов этого года республика и вовсе стала лидером Дальнего Востока. По словам главы республики Арсения Николаева, сейчас после подписания соглашения и открытия проектного офиса необходимо сконцентрироваться на целевых аудиториях и работать напрямую с муниципалитетами. Сейчас наша задача, чтобы эти проекты становились уже качественно другими. Мы должны выходить на другой уровень, мы должны, как Роман Владимирович правильно сказал, больше охватывать наши районы. Мы должны работать по целевым аудиториям, таким как ветераны специальной военной операции. Мы, конечно же, должны добиваться того, чтобы президентский фонд культурных инициатив после рассмотрения наших проектов уже мог поддерживать некоторые наши более глобальные проекты, которые, на мой взгляд, могут быть реализованы, в том числе с помощью фонда. Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов посетил строящийся артистический центр эпоса и искусств в Якутске. В ходе визита он познакомился с концепцией будущего комплекса, который объединит под одной крышей филармонию, 2 театра и площадки для выставок. Здание площадью 33 тысячи квадратных метров рассчитано на 1500 зрителей и строится по технологии государственно-частного партнерства. Сейчас на объекте работают около 500 человек. Специалисты делают внутреннюю отделку, прокладывают коммуникации и монтируют фасад. В зрительных залах уже установлена механика сцены и подготавливается современное звуковое и световое оборудование. В Якутии живут очень креативные люди, потому что можно построить просто дом, можно построить просто здание, а можно взять идею
И из этой идеи родится вот то, что мы видим сейчас здесь, в Якутске. Мы видим просто великое дело, которое воплощается на наших с вами глазах. И я уверен, что это станет не только возможностью для жителей Якутии, но это, конечно, точка притяжения для всей страны, потому что нигде в стране подобных объектов нет. В Якутии продолжает действовать особый порядок продажи топлива на автозаправочных станциях. На заправках сетей «Паритет» и «Сервис Ойл» бензин опускается в основном по картам и кусконтрактам, а дизель продают свободно. В компании «Сибойл» введены лимиты на бензин. Через приложение заправлять нефтепродукт в канистре и любую другую тару на этих АЗС категорически запрещено. Тем временем Саханефтегазбыт увеличил суточные объемы на Томодской нефтебазе и полностью снял ограничения по дизелю в Нижнем Бестяхе. На других заправках этой компании в районах действуют разовые лимиты на продажу бензина и дизеля в 1 бак, а также введен расчет по QR-кодам. Для участников специальной военной операции топливо по картам доступно в полном объеме. Акционерное общество «Туймада нефть» бензин АИ-95 также реализуется только по топливным картам. 6 августа дизельное топливо для юридических лиц возобновлен отпуск по топливным картам без ограничений. Бензин АИ-92 реализуется за наличный и безналичный расчет с лимитом 20 литров. Уважаемые жители, прошу вас учитывать эти ограничения при планировании поездок и заправок. Мониторинг топливной ситуации проводится ежедневно и обо всех изменениях будет информироваться дополнительно. В 5 населенных пунктах Верхоянского района 60 бойцов студенческих стройотрядов помогают устранять последствия паводка. Очищают территории, разбирают поврежденные полы и подвалы, просушивают здания и ремонтируют конструкции. Первая группа из 29 студентов приехала 4 августа. Еще 31 участник прибыл 6 августа. Все ребята прошли инструктаж, а многие уже имеют опыт такой работы. Как рассказал замминистра по делам молодежи и социальным коммуникациям региона Александр Максимов, параллельно продолжается сбор гуманитарной помощи. В ресурсном добровольческом центре Якутии принимают продукты, воду, стройматериалы, инструменты и бытовые вещи. Поселок Кысыл-Сыр в Вилюйском районе впервые поучаствовал во всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды для Дальнего Востока и сразу победил. Проект благоустройства набережной от Града Студия получил федеральный грант в 50 миллионов рублей. Благодаря этому в поселке появится современное общественное пространство. Новая точка притяжения для жителей и гостей. В создании проекта помогали архитекторы, местные власти, жители, фонд КИН, ЯТЭК и другие организации. Всего в Якутии представила на конкурс 17 проектов, 6 из них стали победителями. Новые общественные пространства обустроят также в Сунтаре, Бердигистяхе, Найбе, Сангаре и Жиганске. Сумма грантов составит от 20 до 100 миллионов рублей. Продолжается ремонт дорожного полотна на улице Аюнского. Перед дорожниками стоит важная задача – успеть завершить намеченные объемы до наступления первых холодов. На каком этапе работы отправился узнавать мой коллега Петр Васильев. Еще недавно здесь была строительная площадка, теперь автомобили снова едут по обновленному дорожному полотну. Но до финального вида этой магистрали пока далеко. На участке от улицы Петровского до Октябрьской специалисты также завершили работы по укладке водопропускных труб и устройству фильтров для инженерных сетей. Буквально вчера мы положили последний асфальт, да, от улицы Октябрьской до улицы Петровского. Там у нас был задействован 1 укладчик, 3 дорожных катка, 6 самосвалов, а также у нас на данный момент идут перевес линий от улицы Октябрьской до улицы Петровского и рытье канавы от улицы Каландрашвили до улицы Петровского. Капитальный ремонт улицы Аюнского проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Объект свяжет несколько районов столицы республики и станет современной и безопасной магистралью города. К слову, задача перед специалистами более чем амбициозная. Общая площадь ремонтных работ на отрезке от Дежнева до Октябрьской почти 2 километра. Поэтому ремонт идет сразу на нескольких участках одновременно. Завершить его планируют к 2027-му. На данный момент у нас полностью, кроме перекрестков, уложен первый слой асфальта. Также от Дежнева до Каландрашвили у нас покрытие уже лежит. В этом году мы еще планируем от улицы Петровского до улицы Октябрьская вторым слоем пройтись, а также уширение.
Впереди устройство линий наружного освещения, подготовка основания для строительства пешеходных тротуаров. То есть для автомобилистов изменения уже хорошо заметны, а для пешеходов большая часть обновлений еще впереди. Вот так сейчас выглядит ремонт улицы Аюнского после укладки первого слоя асфальта. Безусловно, для автомобилистов это не финальный вариант будущей дороги. Но один из важных этапов уже позади. Сформировано основание будущего дорожного полотна. Петр Васильев и Алита Махно, Якутск. В Нерюнгри в летний период реализуется масштабный проект по обновлению коммунальной инфраструктуры. Общий объем работ охватывает порядка 1 километра сетей. На сегодняшний день большая часть задач уже выполнена. Подробности в сюжете далее. Один из ключевых объектов программы – Амулинский водозабор, обеспечивающий холодное водоснабжение поселка Серебряный Бор. Были здесь у нас огромные большие проблемы и в зимний, и в летний период, в том числе с большим количеством потерь воды. Участок мы этот заменили, работы на завершающей стадии. Мы в графике. До 1 сентября теплоизоляционный слой трубопроводов будет восстановлен и запущен в работу. На участке проходит замена 444 метров ветхих сетей. Параллельно ведутся лакокрасочные работы по водоводу. Это не только придает конструкции аккуратный вид, но и служит дополнительной защитой металла от коррозии, продлевая срок службы труб. Работаем в штатном режиме согласно графика. То есть все у нас все предусмотрено, и техника, и высококвалифицированные специалисты. То есть у нас всего участвовал в этой работе 4 специалиста ремонтной бригады, мастер и 3 единицы техники. В летний период на Нерюнгринском водозаборе все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Водоводы успешно запущены и функционируют в штатном режиме. На объекте канализационно-очистных сооружений специалисты провели очистку коллекторов для стоков, обеспечив их бесперебойную и эффективную работу. Реализация этих мероприятий – важный шаг к повышению надежности и устойчивости коммунальной инфраструктуры района. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В Якутске представили масштабный инвестиционный проект туристического комплекса «Южная мозаика», который планируют построить на Топокинском мысе. Проект стоимостью в 160 миллионов рублей уже успешно прошла государственную экспертизу и признана инвесторами как крайне перспективная. Проект официально внесен в инвестиционную карту России. Его автор Сергей Хромов рассчитывает реализовать идею без привлечения бюджетных средств. Комплекс задуман как площадка двойного назначения. Здесь будут принимать туристов, создавать рабочие места и условия для реабилитации ветеранов спецоперации. Данный проект прошел экспертизу и отображен в инвесткарте Российской Федерации. По поручению заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия для финансовой привлекательности и обоснования Агентством по привлечению инвестиций разработан бизнес-план. Проект признан перспективным, инвестиционно привлекательным. Туристический комплекс включает в себя 15 домов от местного производителя, дома круглогодичные, теплые, современные, с панорамным остеклением. 6/9, 2 спальни, холл, санузел, душевая, кухня. Теплый гараж 6/4 с электроповоротами, современная баня, мангальная зона, беседка. Подготовка территории уже началась. К будущей базе отдыха проложили километровую грунтовую дорогу. Сергей Хромов предложил мэрии назвать ее улицей туристической. Запустить комплекс планируют к сентябрю 2027 года. Проект уже поддержали в правительстве Якутии. Куратором выступило Министерство инноваций Республики, где призывают крупные предприятия и корпорации помочь в создании реабилитационной части центра. У Сергея Петровича есть территория, где может быть располагаться реабилитационный центр. То есть это не пустая идея, это конкретный земельный участок, размежованный, подготовленный, где необходимо участие инвесторов и государства. Мы обращаемся не только к широким слоям населения, не только к людям, которые принимают участие в боевых действиях, но еще и обращаемся в первую очередь к инвесторам, предприятиям, корпорациям. Окажите нам поддержку, помогите нам создать реабилитационный центр. Это в интересах нашего общества. Тысячи наших бойцов нуждаются в последующем планомерном реабилитационном подходе.
В Якутии через портал госуслуг подано уже почти 46 тысяч заявлений в колледжи и техникумы. Министр инноваций республики Петр Николаев отметил, что цифровизация процесса делает поступление доступным для всех жителей региона, избавляет от необходимости лично посещать приемные комиссии. Абитуриентам доступно более 350 специальностей, в том числе программы целевого обучения с гарантированным трудоустройством. Прием заявлений на бюджетные места в организации среднего профессионального образования продлится до 15 августа. С 2012 года программа «Земский доктор» помогает закрывать кадровый дефицит в сельском здравоохранении Якутии. За это время в районе республики приехали работать более 1500 врачей и специалистов среднего звена. О мерах поддержки бойцов, докторов расскажет Анастасия Пуляева. Только за прошлый год штат районных больниц пополнился на 111 сотрудников. В планах же на 2026 привлечь еще 106 человек. На сегодняшний день новые договоры подписали уже 62 специалиста. Помимо федеральных подъемных, для медиков в Якутии предусмотрены и региональные бонусы. Хотелось рассказать про программу обеспечения жильем медицинских работников, которая реализуется у нас для врачей, прибывших в арктические и северные районы. Это программа для врачей до 40 лет. По истечении 5 лет работы они могут претендовать на выплату в размере 50% от стоимости однокомнатной квартиры. В этом году размер выплаты будет свыше 3 миллионов рублей. То есть врачи, прибывающие в арктические и северные районы, сразу могут претендовать на участие в 2 программах. Это «Земский доктор» и региональная программа по обеспечению жильем медицинских работников. Одной из участниц «Земского доктора» стала Елизавета Сивцева. Врач уже 2 года работает в детском неврологическом отделении Якутской городской больницы номер 3 в Хатасах. По словам специалиста, это возможность не просто лечить пациентов, но и развивать уже имеющиеся практики. Я очень благодарна администрации, главному врачу, Анне Ильиничне Парфеновой, потому что когда я пришла на собеседование, я получила очень емкие ответы по развитию отделения. Это меня очень сильно вдохновило, что я могу внести что-то свое видение развития отделения. Отделение надо было развивать, менять направление. И я думаю, что мы сейчас за последние 2 года с этим неплохо справляемся, получаем очень много положительных отзывов, помогаем детишкам, поддерживаем мам и получаем хорошие результаты. Финансовая поддержка специалистов остается приоритетной задачей. В этом году на выплаты медикам направили 163 миллиона рублей. Основную часть средств предоставил федеральный бюджет, остальные 7% профинансировала республика. Анастасия Пуляева, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутске предоставляется бесплатное обучение вождению для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО. Так, в столичную автошколу в рамках проекта «Открытая дорога» на учебу поступили 20 участников спецоперации. Подробности в обучении в сюжете далее. Программа «Открытая дорога», реализуемая в рамках президентского гранта, дает новые возможности для людей с ОВЗ. В автошколе можно сдать на права категории А и Б, позволяя управлять мотоциклами и легковыми автомобилями. Обучение проходит в течение 3-4 месяцев. Обучаются нормально. В основном самые быстрые проходят за 3 месяца и получают уже водительское удостоверение. И, бывает, некоторые уходят в отпуск, и получается у них уже 4, 5, 6 месяцев. Сотрудничаем с центром занятости. Они тоже отправили нам несколько человек для обучения. И еще с общества инвалидов, Фонд защитника Отечества. Программа учитывает индивидуальные особенности участников СВО и включает теоретическую и практическую части. Оборудован компьютерный класс, а также есть симулятор для отработки правил вождения. Для прохождения практической части автомобили специально адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Если у человека нет каких-либо конечностей, например, если рук нету, у нас специальные на руле специальный трезубец есть, чтобы человек смог без кистей рулить. Или если отсутствуют ноги, например, тогда у нас есть машина с ручным управлением. Проект «Открытая дорога» проводится уже во 2-й раз. В этом году совместно с филиалом Фонда защитники Отечества на обучение приняли 20 ветеранов спецоперации. Узнал от соцзащитники Отечества помощь. Пригласили на обучение. Это хорошая возможность на самом деле.
очень полезная. Как бы есть чем заняться, заново учиться как-то. Поступить на учебу можно как очно, так и заочно для тех, кто живет в районах. Обучение проходит на бесплатной основе, и записаться на него может любой желающий. Тимур Колмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. 3 единицы техники и партия гуманитарной помощи, очередной большегрузный автомобиль готовятся к отправке дополнительного оснащения в зону СВО. Республиканский оперативный штаб продолжает свою работу по плановому обеспечению военнослужащих из Якутии, задействованных в спецоперации. С начала года силами штаба выполнено 39 рейсов по перевозке ценного груза. На передовую уже доставили более 100 единиц техники, а также 190 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. В целом, с начала 2026 года силами оперативного штаба уже выполнено порядка 39 рейсов по перевозке гуманитарных грузов, перевезено более 110 единиц транспортных средств, а кроме того, доставлено порядка 190 тонн наземных перевозок гуманитарной помощи и адресных посылок. Работа по дополнительному обеспечению у участников специальной военной операции продолжается. Открытие нового сезона Государственного театра оперы и балета в Якутске точно запомнится зрителям не премьерами. В здании стартовал капитальный ремонт, обновится даже деревянная облицовка театра. И несмотря на то, что до начала сезона осталось совсем немного времени, подрядчик обещает успеть в срок. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Первыми изменения в театре оперы и балета после ремонта почувствуют гости. Ведь основной объем работ, в первую очередь реконструкции здания, проводится именно в зрительном зале. Ремонт также будет проведен в фойе, в буфете и даже в туалетах. Но самый кропотливый труд ожидает мастеров по дереву. Если говорить про фасадную группу, то это как раз-таки деревянные покрытия, которые будут отшлифованы и, так сказать, им дадут уже новую жизнь, и все жители республики смогут невооруженным глазом оценить, как преобразился театр. Как отмечает подрядчик, объект уникальный. С таким его мастерам работать не приходилось. Но все в бригадах опытные специалисты и не боятся новых вызовов. Это доказывает и темп работ. Уже к концу августа подрядчик обещает завершить ремонт. Впрочем, это все равно только начало крупного преображения. Помимо этого, в следующем году планируется также 38 миллионов рублей по национальному проекту на проведение также ремонта. А здесь мы будем ремонтировать ту часть, которая касается технических помещений. Иными словами, реконструкция коснется самой главной части театра, где и создается то самое волшебство постановок. А ведь такие изменения сейчас коснулись самых разных объектов культуры по всей республике. В этом году капремонт проводят в 7 зданиях. Нам принципиально важно, чтобы капитальные ремонты проходили не только в городе Якутске, но и по всей республике. Капитальные ремонты, они происходят благодаря реализации национального проекта «Семья». При поддержке Владимира Владимировича Путина, благодаря ему на нашей территории страны, наши учреждения культуры укрепляет свою материально-техническую базу. Отвечают все эти изменения одной задачей – сделать культуру семейным досугом и воспитать подрастающее поколение не картинками в смартфоне, а произведениями искусства. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Таким мы увидели этот день наши корреспонденты. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.